Доброе утро, дорогая республика! На календаре уже 27 марта, и это почти конец месяца. Осталось буквально 4 дня, и мы с вами встретим месяц якутской весны. Ну а пока я предлагаю встретить этот день со мной, с Дарьей Энкехва, ну и, конечно, с любимым телеканалом «Якутия-24». Немножко запыхалась, бежала к вам. Действительно, понедельник – это такой день, когда стараешься все успеть. Ну и сегодня я постараюсь вместе с вами, конечно же, быть в хорошем настроении и настроить вас на рабочую неделю. И вот что для этого мы подготовили. Конечно же, сегодня мы поговорим с вами про гардероб, ведь весна – это самое время поменять что-то в своем стиле. В этом нам поможет постоянная рубрика. Также мы с вами обязательно поговорим о, так сказать, делах ежедневных. Это, конечно же, тема для дачников, сад и огород. Что нужно сделать для того, чтобы в скором времени получить хороший результат, узнаем сегодня. В первом блоке нас, конечно же, посетят интереснейшие гости. Это будет служба Росгвардии, о чем мы поговорим, узнаем чуть позже. Ну и традиционно поговорим о финансовой грамотности, о датах и событиях. И узнаем, что же советуют звезды нам на этой неделе. Ну, я предлагаю вам, конечно же, присоединиться к нашему эфиру. Обязательно подсоединитесь к нам с помощью нашего телеграм-канала. Там есть все последние новости. Можете задавать свои интересные вопросы. Возможно, задать нам тему для дальнейшего обсуждения. В общем, будьте с нами. Ну и, конечно, мы работаем в прямом эфире, а это значит, вы можете передать свои приветы, поздравить своих близких. Для этого вам нужно написать ваше сообщение на номер, который вы видите прямо сейчас на экране. Ну и, конечно, как всегда, мы начинаем наш эфир с рассказа о погоде. Воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 13 градусов. В Заречной группе 23 градуса ниже 0. В южных районах до минус 8. В Вилюйской группе 3 градуса ниже 0. В Нижнеленских до минус 11. В западных районах 2 градуса. В Колыменде-Гирской группе Лусов до минус 27. В Янских районах 15 градусов мороза, на северо-западе 12 ниже 0. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 17 градусов. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Штиль. Сегодня днем преимущественно без осадков. Ветер юго-западный 2,7 метров в секунду. Порывы ветра ожидаются до 12 метров в секунду. Температура воздуха будет 2 градуса. Действительно, на улице уже плюсовая температура, начал таять снег, а где-то уже и появились первые лужи. Ну а между тем, в некоторых странах музыканты начали активно использовать в свою работу так называемую музыку льда. Что же это такое? Это так называемый новый тренд, который помогает людям расслабиться. Ну а ученые этим помогают изучить тему таяния льдов. Так, в последние годы разнообразные звуки природы периодически становились вирусными, будь то грохот айсбергов, шелест леса или шум водопадов. Однако ученые уверены, что такие мелодии могут выполнять намного более важную роль, чем просто медитативный или развлекательный контент. По мнению экспертов, такие звуки способны заставить слушателей переосмыслить свое отношение к природе, могут помочь предсказать скорость изменения климата и повышения уровня воды в Мировом океане. Одним из первых музыкой льда заинтересовался Мартин Шайб, гляциолог. Это такая наука о природных льдах. На протяжении 20 лет он записывал звуки девонской ледяной шапки при помощи 7 микрофонов и GPS-датчиков, размещенных подо льдом. Результат оказался просто ошеломительным. В записи были слышны даже малейшие движения тающего льда и пузырьков воды, напоминающие собой некую симфонию. Работы исследователей вдохновились даже межправительственная группа экспертов по изменению климата, которая запросила у Шайпа копию записи. Но сегодня в некоторых странах отмечают такие интересные праздники, как День отключения телефона, День борьбы с завалом на работе, День гусиной кожи и День задорной песни в стиле кантри. А какие праздники и памятные даты отмечаются у нас, узнаем сейчас. Сегодня Всемирный день театра, День войск Национальной гвардии России, День нефролога. По народному календарю Венедиктов день, также именуемый скотником. В этот день принято ухаживать за скотиной и домашними животными, поэтому и скотник. К этому сроку у них начинается весенняя линька, животных моют, вычесывают, чистят и скребут. Это день в истории. В 1333 году воздвигнут Ипатьевский монастырь.
В 1512 году испанский исследователь Хуан Понсе де Леон открыл Флориду. В 1783 году Моцарт подарил Валтарницу Лейдбегу авторскую рукопись партитуры концерта. В 1841 опробована первая паровая пожарная машина. В 1854 Англия и Франция объявили войну России. В 1854 в США запатентован керосин Абрахамом Гесснером. В 1914 году Игорь Сикорский на своем самолете С-6А установил мировой рекорд скорости с 4 пассажирами – 106 км в час. В 1964 произошло великое аляскинское землетрясение магнитудой 9,2 баллов, сильнейшее землетрясение в Северной Америке и второе по мощности за всю историю наблюдений. В 1968 году во Владимирской области произошла авиакатастрофа, в которой погиб Юрий Гагарин. В 1990-м открылся музей Шерлока Холмса. В 2011 году Россия перешла на постоянное летнее время. Дальнейший переход на зимнее и летнее время отменен распоряжением президента Российской Федерации Дмитрия Медведева. В этот день родились: в 1809 году французский государственный деятель и градостроитель, автор грандиозной реконструкции Парижа Жорж Эжен Осман. В 1845 году родился немецкий физик, первый лауреат Нобелевской премии по физике Вильгельм Рентген. В 1881 юморист, писатель, журналист и издатель Аркадий Аверченко. В 1963 году родился американский актер, сценарист и режиссер Квентин Тарантино. В 1987 родилась актриса, певица российской эстрады Полина Гагарина. Именины сегодня у Иоанна, Микаэла, Михаила, Ростислава, Эрнеста, Лидии и Августы. Сегодня, 27 марта, свой профессиональный праздник, День войск Национальной гвардии Российской Федерации, отмечают военнослужащие, сотрудники и гражданский персонал Росгвардии. И сегодня у нас в гостях заместитель начальника Якутского отдела вневедомственной охраны, майор полиции Олег Николаевич Масляк. Олег Николаевич, доброе утро. Доброе утро. Ну, во-первых, принимайте, конечно, поздравления с профессиональным праздником. Спасибо. Ну и хотелось бы узнать, кто сегодня служит в Росгвардии? И вообще, каким нужно быть человеком, чтобы попасть можно было в ваши ряды? Ну, на сегодняшний день в состав Росгвардии у нас входят бывшие войска, внутренние войска МВД. Это стали основной костяк именно современной Росгвардии создали. Также дополнительно туда вошли подразделения, спецподразделения ОМОН, СОБР, вневедомственная охрана, лицензионно-разрешительная и специальный авиационный отряд. Вообще, само создание Росгвардии уходит в XIX век, относится к правлению Александра I. Тогда это 27 марта 1981 года была создана внутренняя стража. В советское время потом это называлось у нас внутренние войска МВД. И вот с 2016 года по указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина уже мы видим вот современную Росгвардию, какую сейчас мы видим на сегодня. Какие люди служат и что необходимо? Ну, в первую очередь, это люди, которые мотивированы, должны осознавать, для чего они идут в Росгвардию, да? Какие цели, задачи видят для себя в последующей жизни, потому что, приходя на службу в Росгвардию, люди берут на себя большую ответственность, выполняя поставленные служебные задачи перед ними. В принципе. Олег Николаевич, ну, сразу возникает вопрос. Многие, наверное, жители республики, да, и вообще в целом Российской Федерации, возможно, путают, да, кто такой сотрудник полиции, а кто же все-таки росгвардеец. Вот в чем такие, знаете, прям значительные различия? Да, многие для гражданского населения немножко путают. Основные различия — это от полиции и Росгвардии. Полиция у нас обеспечивает охрану общественного порядка, то есть поддержание порядков внутри страны. Сотрудники Росгвардии, они обеспечивают целостность страны. Основными задачами именно сотрудников Росгвардии это является борьба с терроризмом, экстремизмом, поддержание конституционного строя, борьба с сепаратизмом. Вот это вот основные задачи. И мы параллельно с сотрудниками полиции, МВД, смежные задачи, это, естественно, наши остаются по обеспечению общественной безопасности, общественного правопорядка, охраны наших граждан и населения. А трудно ли сегодня поступить на службу в Росгвардию? Поступить не трудно, трудно задержаться в ней, да, остаться. То есть для поступления на службу человек должно быть полное среднее образование, не меньше 11 классов, по состоянию здоровья, отсутствие судимости. То есть основные требования для поступления на службу. А вот именно действительно уже, как говорится, задержаться, уже осознать ту сложность и трудоемкость работы,
Ну, здесь как естественный отбор, можно сказать. Ну, если взять ваш личный пример, да, вот как вы выбрали подобную профессию свою, было ли это осознанно или, может быть, дело случая? Нет, у меня выбор был осознанный. Я целенаправленно после 11 класса поступал в институт МВД. В тот период, это в 2005 году, еще при милиции работал, потом в полиции работал. И когда образовалась новая структура в 2016 году, именно Росгвардия, мне стало очень интересно. Посмотрел цели, задачи данной структуры и для себя принял решение, что хочу продолжить свою дальнейшую службу именно в рядах Росгвардии. Ну, раз уж мы затронули тему образования, вот где сегодня вообще обучают на такую интересную профессию, как росгвардейцы? Или все-таки нужно заканчивать юридические какие-то вузы? Не обязательно оканчивать юридические вузы, да, если школьник по окончании 11 класса, люди хотят связать свою жизнь дальнейшую именно с Росгвардией. На территории России у нас очень много вузов. Это вот у нас в Новосибирске имеется институт именно Росгвардии, в Санкт-Петербурге, в Москве, в Перми, в Курске. То есть достаточно большой выбор учебных заведений. Все зависит от того, что какой профиль человек хочет получить. Это, возможно быть, техническое направление, артиллерия должна быть, командование должно быть. И от этого уже профиль института зависит от города. Мгм. Олег Николаевич, сегодня вы посетили наш утренний эфир, я думаю, не просто так. Конечно же, первым делом вы желаете поздравить своих уважаемых коллег. У вас есть на это возможность, пожалуйста. Да, хочу поздравить всех коллег, всех причастных к войскам Национальной гвардии, сотрудников, работников, ветеранов, военнослужащих. Пожелать крепкого здоровья, семейного благополучия. Отдельно хочу пожелать нашим ребятам, которые сейчас выполняют служебно боевые задачи на территории Украины, естественно, скорейшего возвращения домой, здоровыми, невредимыми. Сотрудникам, которые сейчас несут службу, это подразделение вневедомственной охраны, естественно, спокойного дежурства, чтобы не было тревожных срабатываний. Ну а кому сегодня повезло, у кого сегодня праздничный выходной, то, естественно, выспаться и провести этот прекрасный день в кругу семьи, в кругу друзей. Спасибо большое, Олег Николаевич. Телеканал «Якутия-24» также присоединяется ко всем поздравлениям. Ну и, конечно, мы желаем, самое главное, всем здоровья, благополучия в семье и карьерного роста. Спасибо. Ну и сейчас самое время передать слово нашим уважаемым коллегам из новостного отдела. Ну а позже мы вернемся в нашу студию, и нас ждет еще очень много интересных тем. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Утро Якутии, понедельник, мы вместе. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Города Дальневосточного федерального округа в этом году смогут получить увеличенное федеральное финансирование на реализацию лучших проектов благоустройства и создания комфортной городской среды. К участию в конкурсах допустят города с населением до 250 тысяч человек. Кроме того, побороться за субсидию смогут поселения, не имеющие статуса города, но с численностью населения более 5000 человек. Первый конкурс должен пройти до 1 мая этого года. По его итогам определится 32 победителя, проекты которых реализуют в 2023-2024 годах. Второй конкурс пройдет не позднее 1 ноября. Он должен выявить еще 50 проектов победителей. Средний размер премии на воплощение проекта в жизнь составит около 100 миллионов рублей. В Мирном решат проблемы со свалками. В городском ЖКХ уверены, город станет чище благодаря средствам, полученным от экологических платежей. Это обязательные взносы различных предприятий за негативное воздействие на окружающую среду. Сегодня коммунальщики составили план мероприятий на 39 миллионов рублей. Устранение свалок с окраин города, дачных участков и кооперативов. По предварительным подсчетам управления ЖКХ с территории вывезут около 50 тысяч кубов мусора. Глобальная борьба с мусором начнется этим летом. Мы определили в плане выполнения работ по вывозу кузовов, там 285 штук мы пока насчитали на сегодняшний день, и 830 тонн это металлолома для вывоза, и 12 с лишним тысяч тонн строительного мусора мы отдельно насчитали. Сейчас пока набрали по максимуму все, что раньше у нас было зафиксировано, но не было возможности вывести.
Свыше 500 школьников Якутска проходят обучение в военно-учебном корпусе Северо-Восточного федерального университета. В Якутске сейчас работают 8 представителей военных учебных заведений России. В рамках мероприятия учащиеся проходят профориентационные уроки от офицеров. Также специально для них организована практическая часть. Более того, для всех директоров школ провели разъяснительные беседы о работе с военными вузами. В этом году по приглашению главы республики и по поручению заместителя министра обороны к нам приехали 11 представителей 9 военных вузов страны. Это самый крупнейший десант за всю историю Якутии, вот такой мощный. Они приехали, побывали во школах, побывали в колледже сферы энергетики, побывали в кадетской школе-интернате в Мархе, побывали в международной артиллерийской школе, Малой академии наук. Мы постарались показать весь объем нашего образования, наших детей. Они очень хорошо отзываются, положительно отзываются о наших ребятах. И вот сегодня мы в военно-учебном центре СУФУ проводим для всех школьников города Якутска, чтобы они приходили вместе с родителями, с детьми, да, поняли, что такое разница между службой по призыву и профессией офицера военных вузов. Лучшего молодого врача и лучшего молодого специалиста сестринского дела Якутии определят в финале республиканского конкурса медицинских специалистов «Профессия. Жизнь». Отметим, что мероприятие проводится уже 7-й раз. В этом году всего было подано свыше 50 заявок на участие, и только 11 лучших специалистов поборются за звание лучшего медицинского работника. Конкурсанты защищают социально значимые проекты в сфере здравоохранения, и по итогам победителю будет вручена путевка на повышение квалификации в любое образовательное учреждение России с оплатой проезда и проживания. Основной целью нашего конкурса является повышение престижа медицинской профессии, особенно наших молодых медицинских работников, которые трудятся и работают в системе здравоохранения, ну и поддержка тех, которые у нас занимаются также помимо своей работы и общественной жизнью и реализуют свои интересные проекты. Например, ранее у нас в 2016 году выигрывала врач-анестезиолог-реаниматолог с проектом по разработке еще в 2016 году мобильного приложения по детской анестезиологии. То есть это мобильное приложение до сих пор есть в Play Market, можно скачать, и там можно вводить данные ребенка, рост, вес, и мы можем получить дозировку лекарственных средств, которые в зависимости от физикальных данных можем назначить ребенку. И это вновь «Утро Якутии». И мы продолжаем говорить о финансовой грамотности. И сегодня у нас предпоследний выпуск нашей рубрики «Финансовая грамотность», где в формате мультфильмов мы рассказываем об этой очень интересной, а самое главное, важной теме. И сегодня наши мультгерои будут учить планировать. Проша, смотри, у меня есть настенный календарь. Белла, зачем тебе нужен календарь? Здесь я буду отмечать все особые даты. Наши дни рождения я уже отметила. Смотри. Белла, ты здорово придумал. А сколько осталось до моего дня рождения? И до твоего? Проша, Белла, что случилось? до маминого дня рождения осталось 4 месяца. Мы же обещали себе, что следующий день рождения мамы купим ей настоящий ценный подарок. Да, те самые серьги, которые мы видели в магазине. Но, Белла, до дня рождения еще целых 4 месяца. Зачем торопиться? Проша, в книге советуют заранее готовиться к покупке дорогого подарка. А почему? Потому что если не запланируем и не начнем копить, у нас ничего не выйдет. Да, Белла, красивые серебряные серьги стоят дорого. Проша, не расстраивайся. У меня есть план. План? Какой план? Я его назвала «Накопить на подарок». Накопим на те самые серебряные серьги? Здорово! Да, Проша, смотри. До маминого дня рождения осталось 4 месяца. Да. Мы за эти 4 месяца можем накопить 5000 рублей на покупку маминого подарка. И каков план по накоплению? Слушай внимательно, Проша. Ты уже понял, что мы будем копить из карманных денег? Нам нужно распланировать свой бюджет. Да, Белла,
чтобы хватило и на свои нужды, и на накопление на подарок. Да, и так. Чтобы накопить на мечту, нужно иметь цель. У нас есть цель. Это серьги на подарок маме. Правильно. Мы уже знаем цену наших сережек. Они стоят 5000 рублей. И самое важное в достижении цели – это откладывание денег. Я понял, из карманных денег, которые выдают нам родители, нужно откладывать часть. Да, каждую неделю родители выдают нам карманные деньги. Эти деньги разделяем на две части. То есть часть оставляем на свои нужды, а часть откладываем на подарок. Но, Белла, карманных денег так мало. Еще только часть из них нужно откладывать. Боюсь, так мы за 4 месяца не сможем накопить. Прошу, не забывай про карманные деньги, которые дают нам бабушка с дедушкой. На конфетки, мороженое их можно не тратить, а откладывать. Да, и вправду можно так сделать. Еще родители дополнительно выдают деньги на проезд. Да, дают. От денег на проезд можно тоже откладывать. Бывает ведь так, что мы можем пойти пешком. До дома дедушки и бабушки, например, всего одна остановка. Точно, Белла. Мы часто с друзьями ходим пешком, а деньги тратим на сладости. Теперь у нас есть цель и деньги, оставшиеся с проезда. Будем класть в копилку. Ага. А еще, Белла, мы забыли про тетю и дядю. Они ведь нам подарили на Новый год вместо подарка деньги. Мы их дали папе, чтобы он отложил. Давай их тоже используем на подарок. Вот видишь, Проша, если разумно распределять свой бюджет, то можно с карманных денег купить дорогой подарок родным и даже себе. Здорово! Белла, вот, держи деньги от проезда. Положи их в копилку. Поездку всем классом на экскурсию отменили. От чего зависит настроение у человека с утра? У кого-то, возможно, от того, выспался он или нет, у кого-то от вкусного или невкусного завтрака, а у кого-то настроение напрямую зависит от того, кто находится с ним рядом. Что же делать, если, допустим, тебя оскорбляют, тебе хамят, ну, к примеру, утром в общественном транспорте? Не у всех стальные нервы, особенно если тебя выводят на эмоции. Как удержаться от ответной реакции? У многих наверняка случалась подобная конфликтная ситуация, когда их оскорбляют нецензурной бранью, тем более в публичном месте. Как грамотно привлечь обидчика к ответственности за свои слова? Чем отличается обычное оскорбление от публичного? И можно ли взыскать с него моральный вред? Об этом подробнее расскажет наш юрист Вероника Тантосова. Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня мы поговорим о культуре, именно о культуре общения. Разберем, что такое оскорбление личности с точки зрения закона и как за это наказывают. Оскорбление личности – это унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме. Наказывается административным правонарушением, считается, да и наказывается по статье 5 прим. 61 Кодекса административного производства Российской Федерации. Есть оскорбление обычное и публичное. То есть обычное – это понятно, когда наедине что-то сказали, но это записали, зафиксировали и обратились в органы. Да? Публичное – это средство массовой информации. Хочу отметить, что социальные сети, распространение в чатах, в WhatsApp, где группы, да? То есть публикация каких-то записей в средства массовой информации, направление рассылок – это все публичное оскорбление. То есть за это можно наказать. Итак, что у нас со штрафами? Для физических лиц от 3000 до 5000 рублей, на должностных лиц от 30 до 50, на юридические от 100 до 200. Нужно не путать оскорбление с унижением чести и достоинства именно с клеветой. Потому что клевета – это уголовно наказуемое деяние, связанное с распространением заведомо ложной информации. Итак, если вас оскорбили, вы это успели зафиксировать, то есть записали на камеру, зафиксировали скриншот переписки, заверили его нотариально, да, скриншотили статью, да, заверили также нотариально, да, то есть, может быть, в интернете, все это зафиксировали, направляем заявление в прокуратуру на обидчика и говорим, что вот у нас имеются такие доказательства, такие-то свидетели, которые могут подтвердить,
что оскорбление личности случилось. К сожалению, дела зачастую прекращают, если это не что-то серьезное, то есть это не публичное лицо, да, пострадало. Поэтому рекомендуют специалисты, в том числе адвокатская палата, да, обращаться за защитой чести и достоинства. Но здесь мы доказываем не тот факт, что информация недостоверна, мы проводим лингвистическую экспертизу и в ней устанавливаем, что выражение мысли автора, да, вот этих строк, оно выражено нецензурно, оскорбляет душевную организацию человека, да, то есть что эти слова, они именно с точки зрения лингвистики выражают оскорбление. И если это будет доказано путем экспертизы судебной, да, соответственно, мы взыскиваем уже компенсацию морального вреда за то, что нам ущерб нанесли, то есть нас оскорбили. Надеюсь, что вы будете общаться прилично, никого не оскорблять, сдерживать порывы души, и тогда никаких проблем не возникнет. Хорошего дня! Сегодня, как вы уже заметили, мы говорим о весне. Погода нас радует, сегодня ожидается до плюс 2 градусов. И если в нашей стране и в постсоветском пространстве наступление весны считают с 1 марта, то я думаю, что якутская весна наступает как раз-таки именно с апреля. Здесь уже начинает теплеть, тает снег, ну а люди потихонечку начинают менять свой гардероб на весенний. И сегодня настала пора поговорить именно о гардеробе. В нашей рубрике «Советы стилиста» мы с вами вспомним, что же такое весенняя капсула, и в этом нам поможет Бронислава Мэй. Доброе утро, дорогие друзья! С вами я, стилист Бронислава Мэй. Сегодня мы поговорим с вами о том, как правильно компоновать капсулу. Гардеробная капсула – это набор вещей, которые легко можно сочетать друг с другом. Именно из них вы сможете составить максимальное количество образов и каждый день выглядеть по-разному. Основное правило гардеробной капсулы – это правильное составление количества вещей. Должна быть соблюдена пропорция, то есть на несколько низов у нас всегда должно быть в 2-3 раза больше верхов. Это очень удобно, и тогда ваша визуальная зона всегда будет выглядеть красиво. Мы выбрали необычную капсулу, эта капсула очень яркая и сочная. Именно она подарит нам с вами весеннее настроение. Такая вот голубая юбка в очень красивом трендовом цвете, насыщенная. Вы можете носить ее как с яркими цветами, так и с спокойными пыльными оттенками, так называемыми базовыми цветами. Это черный, белый, серый и бежевый. Мы можем сочетать ее с таким вот трикотажным топом, что тоже будет смотреться очень изящно и женственно. Также мы можем, например, сделать его с белой блузкой или рубашкой для более спокойных образов. Также можем сочетать ее с апельсиновым цветом. Смотрите, как это красиво сочетается. В такую комбинацию вы можете добавить на ноги уже обувь, например, более спортивной стилистики или объемные ботинки в более светлых оттенках. Тогда ваш образ будет смотреться гармонично. Также вы можете добавить сюда куртку-бомбер или кепку, панаму или другие полуспортивные или спортивные головные уборы. Если мы собираемся отправиться на деловую встречу и хотим оставить о себе самое неизгладимое впечатление и остаться в памяти всех, кто там будет, я рекомендую выбрать розовый верх. Вы можете сочетать его с белым, черным или бежевым топами в сочетании с нашей вот этой красивой юбкой. Также хорошо подойдут сапоги, которые будут заходить под юбку, или же это будут ботильоны на высоком каблуке. В весеннее, осеннее время это могут быть лоферы или туфли-балетки. Сильная сторона капсулы в том, что все вещи идеально друг с другом сочетаются. Мы выбираем такие зеленые травяного оттенка брюки, прямые. Они выполнены в классическом стиле, но мы будем сочетать их как в спортивной стилистике, так и в более сдержанной. Например, сочетая со свитшотом данные брюки, мы получаем такой расслабленный образ. Здесь можно будет добавить на свитшот, например, ремень для того, чтобы подчеркнуть талию. Также на свитшот мы можем добавить пиджак. Во-первых, это будет смотреться стильно, а многослойный образ всегда вытягивает силуэт. Одно из самых необычных, но стильных сочетаний – это зеленый и розовый. В таком образе вы точно будете выглядеть неотразимо. Сочетаем с белой рубашкой и придаем образу сдержанности. Так можно будет отправиться на деловую встречу для девушек, которые работают в креативной индустрии. Отлично подойдет для дизайнеров, стилистов, даже для учителей, которые хотят полюбиться своим ученикам.
Базовое платье в гардеробе каждой девушки совершенно индивидуально. Кому-то подойдет маленькое черное, кому-то платье в горошек, а для кого-то подойдет такое замечательное нежное кремовое платье. Именно такое можно выбрать как основу в своем гардеробе. Сочетать вы можете его не только с бежевыми оттенками, коричневыми и серыми. Также хорошо данное платье будет смотреться с яркими цветами. Также данное платье вы можете сочетать со свитшотом, комбинируя с кроссовками или кедами, или сапогами, которые будут заходить под платье, например, в черном цвете, дополняя вот таким вот контрастным темным ремнем. Также вы можете выбрать другой ремень, например, плетеный, в более спортивном стиле, что тоже будет смотреться здорово. Данное платье на то и базовое, чтобы сочетаться с совершенно разными стилями и гармонично смотреться в любом гардеробе. Также данное платье хорошо сочетается с данным пиджаком. Смотрите, какой получился романтичный, нежный и женственный образ. Данный образ вы можете дополнить аксессуарами из золотого металла или же различными туфлями, например, черными лодочками или светлыми лодочками, в зависимости от цвета ваших колготок. Такой образ отлично подойдет для театра или встречи с подругами, а может быть даже для свидания, ведь скоро 14 февраля. При составлении капсулы обязательно нужно обратить внимание на те цвета, которые вы подбираете. В капсуле может присутствовать 4, 5 и более цветов, но очень важно при этом обязательно добавлять туда нейтральные оттенки и цвета – бежевый, черный, серый и белый. Именно эти цвета помогут склеить ваши образы и сделать их до конца гармоничными и не ляпистыми. Поэтому обязательно комбинируйте свой гардероб и подбирайте его в соответствии с вашим образом жизни. Выбирайте большее количество цветов для того, чтобы ваша жизнь была ярче, а ваше настроение всегда было на высоте. На этой неделе звезды обещают некоторым знакам зодиака денежный поток, а кому-то удачу в отношениях. Что еще говорят звезды, узнаем из нашей постоянной рубрики «Гороскоп». Овны. Овны на этой неделе будут склонны к яркому проявлению своего бунтарского характера. Такой стиль поведения может привести к сложным и иногда конфликтным ситуациям с людьми, наделенными властью. Между тем, это удачное время для расширения круга знакомств, восстановления доброжелательных отношений с родственниками и друзьями. Тельцы. У тельцов эта неделя благоприятствует укреплению и стабилизации супружеских отношений. Также это достаточно интересный период для тельцов, увлеченных духовными практиками или изучением эзотерических наук. Между тем, это не лучшее время для путешествий и контактов с представителями закона. Близнецы. Близнецы на этой неделе смогут найти оптимальные подходы к решению самых разных задач. Вам удастся сконцентрироваться и достичь поставленных целей. Неделя будет особенно удачной для тех близнецов, которые сосредоточены на деловой активности и не склонны к эмоциональным переживаниям. Раки. Ракам на этой неделе удастся улучшить партнерские и любовные отношения. Также это хорошее время для проведения свадьбы, обряда венчания, юридического оформления партнерских отношений. На работе возможны изменения, кадровые перестановки на руководящих должностях, корректировка планов. Львы. Наиболее успешное направление для приложения усилий на этой неделе – благоустройство своего дома, решение материальных и бытовых проблем. Также это благоприятное время для укрепления здоровья, различных профилактических мер. Девы. Неделя складывается благоприятно для дев, состоящих в браке. Вы сможете договориться с партнером по любым спорным вопросам, поэтому не бойтесь обсуждать наиболее острые темы. Между тем, на этой неделе возрастает вероятность получения травм из-за собственной неосмотрительности и поспешности. Весы. Весьма неспокойно складывается эта неделя для весов, состоящих в супружеских отношениях. С одной стороны, усиливается чувство взаимной любви. Для профессиональной деятельности неделя складывается благополучно. Возрастут ваши финансовые возможности, что позволит сделать необходимые покупки для дома и семьи. Скорпионы. Скорпионы в течение всей этой недели будут настроены на романтическую волну. Общение с любимым человеком будет не только приятным, но и полезным. В этот период звезды советуют повысить внимание к своему здоровью. Стрельцы. Стрельцов, переживающих пору влюбленности, на этой неделе могут ожидать сильные эмоциональные перепады. Возможно, появится ощущение нестабильности в романтических отношениях. Ну а для творческих стрельцов это замечательное время. Помните, что самореализация предполагает свободу поведения и наличие собственного времени.
Козероги. Козероги любят и умеют планировать свою деятельность, и эта неделя складывается весьма благоприятно для обдумывания будущих перспектив. Все, что вы запланируете в эти дни, сможет исполниться в отведенное для этого время. Водолеи. Водолеи на этой неделе смогут много времени провести в поездках и контактах с другими людьми. Постарайтесь сконцентрироваться на решении своих личных дел, иначе вы рискуете напрасно потратить время. Рыбы. Звезды советуют на этой неделе чаще прислушиваться к мнению людей, которые старше и опытнее вас. Возможно, вы познакомитесь с человеком, который многому вас научит и на многое откроет глаза. Усилится интерес к философской и духовно-нравственной тематике. Не исключено, что вы заинтересуетесь каким-либо религиозным учением. Захотите предпринять поездку в храм или монастырь. Выходные дни рекомендуется провести в кругу семьи, близких людей. Долгожданная весна пришла. И у многих садоводов, наверное, уже проросли первые семена. И действительно, многие сегодня дачники, можно сказать, творят, созидают, ждут, конечно же, первые свои ростки. Ну и, думаю, некоторые из них готовы посмотреть нашу постоянную рубрику «Сад и огород» для того, чтобы узнать, что же нужно сделать, чтобы ростки ускорили свой рост. Ну, когда вы будете снимать, значит, верхний, значит, парниковый, да, верхушку, то нужно приучать растения. Поэтому открываем, приучаем на 3 дня. Вот маленько открыли, да, оставили, потом закрываем. В следующий раз более длинным делаем, да, открываем, оставляем на несколько часов, потом закрываем. И 3-й день то же самое. И потом уже можно их открыть, и уже в таком виде, когда вот сходы появятся, через 10 дней, значит, это проводится, да. И также хочу напомнить, что для этих растений, так как у нас зимний период, короткий день, у нас не хватает света, поэтому нужно использовать для клубники и земляники светодиодные лампы, которые имеют синий-красный спектр. Синий-красный спектр, еще раз напоминаю. А для аистомы нужно использовать, еще раз повторяю, дневную лампу. И можно использовать, такая есть лампа, как называется флора. Вот для них он очень хорошо подходит. Потому что для аистомы это должно быть яркий, но рассеивающий цвет для аистомы. Поэтому используется дневная лампа или лампа флора. Но для этих, конечно, мы для лобелии используем тоже лампы дневные. Можно использовать лампу флора. Но для того, чтобы использовать эти лампы, для них достаточно 12 часов. 12 часов. После этого можно лампу выключать. 12 часов. Советы дачников, звезд и стилистов мы с вами услышали. И теперь настала пора планировать свою неделю. В частности, запланировать свои выходные. И в этом нам поможет, конечно же, наша постоянная рубрика, где мы обсуждаем, что же можно увидеть интересного. Ведь это культурные новости вместе с Захаром Никитиным. Доброе утро! Начните свой день с культурных новостей, и он пройдет под знаком добра и позитива. – 19 марта в селе Иенгра Нерюнгринского района завершился международный чемпионат по традиционному оленеводству. Это событие было примечательно не только гонками на оленьих упряжках и соревнованиями по метанию аркана, но и богатой культурной программой, в
которой приняли участие артисты Государственного театра коренных малочисленных народов Севера, участники обрядового ритуального театра Эйге Якутского колледжа культуры и искусств имени Аграфены Дмитриевны Макаровой, студенческого танцевального ансамбля «Северное сияние» культурного центра «Сергеляхские огни», народных эвентийских танцевальных коллективов «Эннекен» и «Юкте». В рамках культурной программы нерюнгринцам представлен премьерный показ фильма, основанного на реальных событиях «Белый ангел тундры». На открытии гонок на оленях упряжках также состоялась красочная церемония сияния алмазов, где для гостей и участников были проведены обряды северных народов – очищение, посвящение в оленеводы и севекен. Нерюнгринский театр актера и кукол приехал на гастроли в город Якутск. С 20 по 28 марта артисты дадут более 10 спектаклей на различных площадках столицы республики, в том числе на сцене Русского театра, в Доме дружбы народов и во Дворце детского творчества. В гастрольной афише заявлен один из лучших детских спектаклей театра «Вечер сказок», представленный в виде цикла поучительных якутских сказок Ивана Гоголева «Кындел». Также жители Якутска смогут увидеть детский спектакль «Сказку навстречу солнышку» и кукольную постановку «Китайская история», созданную по мотивам произведения Михаила Булгакова. 30 марта во всех кинотеатрах страны стартует новый триллер «Айта» от якутского режиссера Степана Бурнашова. Фильм стал 13-й по счету картиной фильмографии Бурнашова, в которой режиссер поднимает остросоциальные вопросы, в том числе тему буллинга. Сюжет повествует о трагедии: после вечеринки с одноклассниками погибла несовершеннолетняя девочка Айта. Люди требуют расправы над подозреваемым в преступлении. Перед следователем, взявшимся за это непростое дело, встает дилемма: поддаться всеобщему чувству мести или же детально разобраться во всех деталях очевидного на первый взгляд преступления. Певец и телеведущий Петр Кулаковский будет представлять Якутию на всероссийском вокальном конкурсе «Звезда», который проводит телеканал «Звезда». Артист исполнит на конкурсе песни «Аэропорты» Леонида Агутина и Владимира Преснякова. Конкурс выйдет в эфир в апреле. Именно тогда якутяне смогут проголосовать за земляка. Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» – это традиционное музыкальное состязание, в котором принимают участие все регионы России. Телезрители и эксперты в области музыки определят сильнейших вокалистов. Конкурс проводится при поддержке Министерства обороны Российской Федерации и Министерства культуры Российской Федерации. На этой новости мы завершаем выпуск. До новых встреч! Самое время передать слово нашей коллеге Надежде Саханской из новостного отдела. Мы продолжаем освещать самые заметные события. С 1 апреля жители большинства регионов России смогут записать ребенка в первый класс через портал госуслуг. Минцифры ранее сообщила в своем телеграм-канале, что родители уже сейчас могут заполнить заявление в личном кабинете на портале. А когда начнется прием заявок, достаточно будет нажать кнопку «Отправить». Суть данной электронной услуги состоит в том, что можно подать несколько заявлений в разные школы. Электронное формирование заявления на зачисление в школу расширяет географию возможных мест обучения и позволяет максимально просто и прозрачно получить данную государственную услугу.
Более 58 тысяч детей Якутии проведут летний отдых в лагерях районов и городских округов. По указу главы Якутии детям из семей военнослужащих от 6 лет 6 месяцев до 18 лет предоставляются бесплатные путевки в детские оздоровительные лагеря республики. Также муниципальным образованием будет предоставлена дополнительная субсидия для обеспечения организации отдыха и оздоровления детей военнослужащих на местах. Более того, запланировано направить на отдых и оздоровление за пределы региона более 840 детей с полной оплатой стоимости путевки и частичной оплатой стоимости проезда. В Высшей школе музыки прошел республиканский открытый конкурс молодых исполнителей «Новые имена Якутии». Конкурс является крупным событием в музыкальной и культурной жизни республики и уже на протяжении 23 лет выполняет высокую миссию поддержки музыкально одаренных детей Якутии. В этом году конкурс собрал свыше 550 участников со всей республики в возрасте от 7 до 18 лет, которые принимают участие по 9 номинациям, включающим академическое пение, фортепиано, струнные и духовые инструменты, народные инструменты, традиционный фольклор и ансамблевое музицирование. По итогам конкурса многие из участников получат возможность своего дальнейшего профессионального и исполнительского роста. Количество юных музыкантов, которым этот конкурс дал путевку в жизнь, я имею в виду дальнейшее поступление в профессиональные, музыкальные учебные заведения. А победы на каких-то, я бы сказал, более представительных конкурсах уже другого уровня, федерального уровня, международного уровня. Вот. Это, опять же, свидетельствует о том, что этот конкурс представляет большой интерес, имеет большое значение. На Исехе, Аланхово и Миконе будет высокоскоростной интернет. В республике состоялось рабочее совещание по вопросам подготовки к празднеству, где обсудили и техническое сопровождение национального события. Напомним, в районе уже есть линия волоконно-оптовой связи, но во время Исеха Аланхо, когда ожидается приезд гостей из многих районов республики и других городов страны, необходимо усилить сигналы связи. В этой работе будет участвовать научно-производственное объединение «Импульс» из города Пермь. Мы ведь говорим сегодня о комплексе, то есть каналы для мобильных операторов, каналы для НВК, каналы для РЦИТа. Дальше обеспечить, чтобы население и гости имели доступ к сети не только мобильной, но и к сети Wi-Fi, чтобы они могли общаться, передавать, принимать. То есть это в целом, ну и, соответственно, радио, FM-вещание. Мы практически готовы. То есть мы ведь постоянно работаем. Мы вот запустили 5 ноября резерв по Староколымской трассе со стороны Магадана. Вот. Месяц назад мы съездили там, проверили, убедились. Конный поход якутского всадника Дугуйдана Винокурова продолжается. Он добрался до поселка Дебин в Магаданской области. По его словам, до конечной точки осталось 180 километров. Новый поход Дугуйдана – это совместный проект его родного Аймиконского района и Русского географического общества. Он называется «По путям великих людей» и посвящен национальному празднику Исех Аланхо, который состоится в Аймиконском районе. Коневод отправился по Старому Колымскому тракту до поселка Симчан, тем самым повторяя путь якутского писателя Алексея Кулаковского и купца, мецената и покровителя бедных Николая Кривошапкина. К этому часу это все новости. Хорошего дня! Разработка вакцины от рака, морозостойкие материалы для техники Арктики, спутниковое изучение русла рек перед половодьем, выявление незаконных карьеров методом дистанционного зондирования. Эти и многие другие впечатляющие и по-взрослому серьезные, но самое главное, практикоориентированные научно-исследовательские работы проводят школьники нашей республики. Все это они представили на республиканском этапе Всероссийском научно-технологическом конкурсе «Большие вызовы». Он проходил у нас в городе Сочи. И, конечно, у нас есть потрясающие результаты. Для этого мы пригласили в студию наших утренних гостей. Это Яна Афанасьевна Лаптева. Она является начальником научно-методического отдела Малой академии наук. И победитель конкурса «Большие вызовы-2023» – это Ярослав Колесов. Доброе утро.
Доброе утро. Вот первый вопрос, конечно же, будет к Яне Афанасьевне. Что за конкурс такой? В каком году вообще стартовало такое движение? И какую роль сегодня играют школьники Якутии? Доброе утро. Данный конкурс является особо значимым мероприятием нашего регионального центра. Он проводится при организационно-методической поддержке образовательного центра «Сириус» 2018 года. В этом учебном году на отборочном этапе поступила 221 заявка из 25 муниципалитетов. И 138 проектов прошли финал. Финал у нас проходил на базе Малой академии наук в селе Чапаево с 21 по 25 марта. На финале по 10 направлениям наши участники защищали свои проекты, и данный конкурс, конечно, дает очень много позитивных эмоций. Это и практикоориентированные проекты. Наши технологии очень быстро развиваются, поэтому наши участники узнали о новых требованиях стратегического развития Российской Федерации, получили очень много знаний, послушали лекции и стали командой научного развития. А сколько всего ребят из Якутии принимало участие? Так, данный конкурс имеет два этапа. Первый этап — это региональный трек. В нем приняли участие 221 заявленная работа. И из них на финал нашего регионального трека нашей республики Саха-Якутия прошли 138 проектов. Из них 40 победителей и призеров будет представлять нашу республику на заключительном этапе. Заключительный этап состоится 15 апреля на сайте конкурса Сириус.ру, где наши победители выполнят тестовое задание. Каждое направление имеет свои особенности, свои задания, и 15 апреля наши участники выполнят данные задания, и к началу мая мы уже узнаем, кто у нас будет приглашен в образовательный центр «Сириус» для успешного участия в образовательной программе. Давайте поговорим непосредственно с участником данного мероприятия. Это Ярослав. Доброе утро. Доброе утро. Ярослав, очень интересно, с каким же проектом ты выступал и в чем его значимость и польза для республики и вообще для страны в целом? Я выступал в секции генетики и медицины. В нашей лаборатории мединститута СВФУ мы работали над технологией изготовления дендритно-клеточной вакцины. Это один из методов иммунотерапии рака. Это позволяет нам программировать иммунитет на борьбу с раковыми клетками, не затрагивая здоровые ткани. Очень интересный проект. И раз уж ты уже сказал, что ты учишься в Северо-Восточном федеральном университете, на каком курсе? Вот на каком курсе уже ребята могут защищать такие серьезные темы? Я 10-классник, я ученик республиканского лицея-интерната. И просто преподаватели, база там, да, у вас? Да. Я нашел свой проект и начал работать над своим проектом благодаря платформе «Сириус Лето». Я вышел на связь со своим наставником, это Гольдерова Альтина Семеновна, и мы уже начали работать в лаборатории биотехнологий в мединституте. То есть ты еще у нас все-таки ученик 10 класса, да? Сразу возникает вопрос, почему именно такое направление выбрал ты? Это случайность или все-таки ты к этому шел давно уже? То есть есть у тебя тяга к подобным знаниям? Да, я твердо решил связать свою жизнь с медициной и лечением людей. Я учусь в биолого-химическом классе, и я люблю биологию и химию, поэтому мне очень интересно работать над таким проектом, который связан конкретно с медициной и клеточными технологиями. Тогда вопрос сразу возникает к Яне Афанасьевне, да, что дают подобные старты для наших детей, да, возможно, какие-то стипендии, возможно, бонусы при поступлении, да? Вот хотелось бы узнать об этом. В данном конкурсе принимают участие обучающиеся с 7 по 11 классы, также первые и вторые курсы, обучающиеся по программам специального профессионального образования. Данный конкурс, конечно, дает огромный потенциал для наших участников. Также данные результаты регистрируются в государственной информационной системе, благодаря которой наши участники при поступлении в вузы могут получить дополнительные баллы. Также есть
есть университеты, которые приглашают без вступительных испытаний в свои вузы. И также приглашаем наших участников, наших школьников обязательно принимать участие в программах Малой академии наук, узнать что-то новое, участвовать в наших профильных сменах и в олимпиадах. То есть возможности есть, да, было бы желание. Да, у нас имеются определенные образовательные программы. Например, как сказал Ярослав, это программа замечательная «Сириус лето», которая в нашей республике проводится 3-й сезон, где наши участники смогут найти актуальные темы, которые прошли экспертизу Сириуса, да, и принимать участие в данном конкурсе под руководством тьюторов-наставников. Очень интересно, да, ребята имеют хорошие результаты, и вы рассказали, да, про вот те самые цифры, они восхищают. Значит, все-таки научно-исследовательская работа у нас не стоит на месте, и благодаря таким юным талантам, мне кажется, наука наша шагнет вперед большими темпами, да? Хорошо, вопрос тогда вновь к Ярославу. Ярослав, вот что самое интересное было в твоих исследованиях? Все-таки это наука, необходимы определенные цели, задачи и, соответственно, результат. Самой интересной частью была, конечно, работа в лаборатории, где мы культивировали наши клетки, фотографировали культуры и собирали результаты. Это была самая ответственная часть работы, поэтому нужно было не допускать ошибок. Но в целом работа наша проходила очень весело и интересно. Интересно. Завел, наверное, много друзей. Появились Да. друзья новые? Да. Ну все, спасибо большое вам, что посетили наш утренний эфир. Мы желаем вам, конечно же, достижения новых поставленных целей. Я думаю, у вас все получится. Спасибо. Спасибо. Ну и на такой замечательной ноте мы завершаем наш утренний эфир, дорогие друзья. Напоминаем вам, что «Утро Якутии» ежедневно в 7:00 на телеканале «Якутия 24» НВК «Саха». Рада приветствовать всех любимых зрителей. Увидимся завтра. До новых встреч. Доброго вам утра.